баракатух. Представьтесь, пожалуйста, сестра. Алейкум ассалам, сестра. Меня зовут Диана. Мне 18 лет. Я обучаюсь в топливно-энергетическом колледже на 2-м курсе. После того, как я приняла месяц назад ислам, укрылась, пришла в колледж, и это не все адекватно восприняли, конечно же. Меня в один день вызвали, как сказать, к психологу, забрали меня с пар, отпросили. Мне пришлось отвечать по компьютеру, на вопросы. Вслух я произносила свой ответ и вопрос вслух. И все это записывал диктофон. И после чего начал задавать вопросы про ислам. Как я отношусь к исламу, что мне не нравится в исламе, почему я выбрала именно ислам, кто меня привел в ислам, умру ли я шахидкой. И то, что был такой еще вопрос, если придет бородатый человек ко мне и предоставит там свой Коран, где будет написано убивать евреев и взрывать их, пойду ли я это делать. На что, конечно, я сказала, что я этого не буду делать, потому что в Коране нету такого идти и убивать. Ну, на что он задавал мне другие вопросы насчет чеченцев, насчет терактов. Такие же вопросы задавал мне, что такое вера, да. Просил меня доказать ему Коран. Учителя восприняли, конечно, по-разному. Обещали мне помочь с дипломом, с практикой, только чтобы я сняла хиджаб. А директор колледжа, он вообще сказал, чтобы отчисляли таких девушек, как я, укрытых. Поставили такой жесткий ультиматум, условие, чтобы я пришла в понедельник также в джинсах, в кофточке, но продолжила свое обучение. Если же я не сниму, то меня не допустят ни на практику, мне уже обещали поставить 2, мне обещали, что меня никуда не возьмут на работу, что никуда я не устроюсь. А мои же одногруппники, наоборот, меня поддерживали, были со мной. Также была поддержка со стороны учителей. Они сказали: ты молодец, это очень правильно, в наше время не хватает вот этого. Вызвали моего отца, причем очень срочно, сказали прийти ему именно к 9 утра. Вся администрация собралась, также начали они задавать моему отцу вопросы, почему я именно пришла в ислам, почему я так одеваюсь. В общем, они мне сказали напрямую и моему отцу, что меня не возьмут вообще на завод, что я никуда не устроюсь, что на практике мне поставят 2. Также они пригрозили с тем, что если я не сниму хиджаб, что бы я забирала документы или же меня отчислят. Также был такой разговор, что если я сниму хиджаб и вернусь в свою обыденную одежду, они обещали мне место в университете нефтяном, обещали мне помочь с дипломом в колледже, обещали устроить меня даже на работу. Также мне была обещана высокая стипендия, то, что будет выплачиваться президентская стипендия 40 000 рублей в месяц. И это все только за то, что я сниму свой хиджаб и откажусь до него. Хотя до того, как я укрылась, я также училась хорошо. Я принимала участие в жизни колледжа, участвовала в всевозможных конкурсах, делала презентации, старалась быть активной. Но за это мне не было оказано ни высокой стипендии, ни обещаний, ничего подобного не было.